В эфире телеканала «Юрган», «Крик», «Криминал» и комментарии в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Ловкость рук в Сыктывкаре. Приезжие мошенники обманывали продавцов с помощью 5000-ной купюры. Взятки на трассе. В Сызральском районе водители большегрузов снова попались на подкупе автоинспекторов. Казино за ширмой. Игорное заведение под прикрытием биржи открыл предприниматель в столице Коми. Дорожный этикет. Как вести себя при общении с полицейскими, чтобы избежать конфликта. Сыктывкарские стражи порядка задержали 2 мошенников-гастролеров. Под видом покупателей злоумышленники брали товар и давали продавцам 5000-ную купюру. Отвлекая кассира, они незаметно прятали деньги, а после требовали выдать сдачу. Фигуранты полностью признают вину и активно сотрудничают со следствием. Антон Булаев подробнее. Это запись с камеры видеонаблюдения одного из торговых центров Сыктывкара. К точке общепита под видом покупателя подходит пожилой мужчина. В руках у него 1000-рублевка. Но обмануть кассира ему не удается. Злоумышленник уходит ни с чем. Вместо него у кассы появляется молодой человек уже с 5000. Выбирали какой-нибудь незначительный товар стоимостью не больше 100 рублей, после чего завязывали разговор с продавцом, демонстрируя ей 5000 рублей, расспрашивали про товар. После того, как продавец отсчитывала сдачу с 5000, подозреваемые свою 5000-ную купюру забирали, а также забирали сдачу. Продавцы выявили недостачу только вечером при подсчете выручки. Оказалось, с заявлением в столичную полицию, кроме них, позже обратились представители еще 2 магазинов. Полицейские стали проверять круг лиц, способных совершить такое. Но местные воришки оказались ни при чем. Под подозрение попали несколько человек, которые недавно приехали в город. У продавцов при пересчете выручки не хватало денежных сумм в размере около 5000 рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что данные хищения, возможно, совершают лица, которые не являются жителями города Сыктывкара и республики Коми. Установили, что данные лица передвигаются на 2 автомобилях. Впоследствии данные лица были задержаны сотрудниками ДПС Сызральского района. В приезжем таборе из 7 человек причастными к преступлению оказались только 2 – дядя и племянник 74 и 18 лет. Задержанные признали вину и полностью возместили магазинам причиненный ущерб. Поэтому до суда подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Полицейские не исключают, что пострадавших от действий аферистов может быть больше. Никак не может наиграться в рулетку со своей судьбой 33-летний сыктывкарский предприниматель. Он несколько раз организовывал в столице Коми подпольные игорные заведения. И, несмотря на то, что их периодически закрывали правоохранители, открывал опять, но уже на новом месте. Коммерсанта не смущало даже то, что он находился под следствием. Репортаж Эдуарда Бушуева. Небольшое офисное помещение по улице Карла Маркса с надписью «Вексель Трейдинг» работает круглосуточно. Внутри вместо ожидаемых компьютеров и больших мониторов с котировками на фондовых биржах металлические аппараты с экраном и минимальным количеством кнопок, мелодия и крутящиеся картинки – все это напоминает до боли знакомых одноруких бандитов. Выбирать какую из этих 3. Вот, 1-я, 2-я, 3-я игра. Если вы хотите выйти, нажимаете меню и другую игру. Скрытая оперативная видеосъемка процесса игры подтвердила предположение борцов с экономическими преступлениями, что за умной вывеской «Вексель Трейдинг» скрывается обычный игорный зал. Вексель трейдинг – это такая же игровая деятельность, но замаскированная. Человек также вносит деньги, выбирает игру и также, соответственно, играет. Ее преподносили, как будто осуществляются торги векселями. Как объясняют организаторы, человек покупал векселя, соответственно, и на бирже, там, и на рынке руководил продажами. Для различного рода проверяющих администраторы включали в терминалах режим «Вексель», который имитировал торговлю ценными бумагами. Хотя по закону, в отличие от акций и облигаций, этот вид ценных бумаг, некий аналог долговой расписки, в электронном виде переуступать было нельзя. Всем работникам своего заведения фигурант, прямо указывал, что здесь не азартные игры, а именно торги векселями, и просил именно всем указывать, что здесь торги векселями. Даже сами работники просто не понимали, а в чем разница. И, рассказано, они просто говорили, и все. Под этим прикрытием торги векселями вот эти азартные игры в этих заведениях осуществлялись в открытую. То есть мог любой зайти, и никакой конспирации не было.
33-летний предприниматель имел богатый опыт общения с правоохранителями. В ноябре 2016-го те прикрыли его уже второй по счету подпольный карточный клуб. Хотя и там он пытался оправдаться, что, дескать, покер спортивный, только на фишки и без денег. Впрочем, провалу предприниматель расстраивался недолго. Нашел средства, закупил оборудование, арендовал помещение и открыл двери вексельтрейдинга для своих постоянных клиентов – дойных коров. А у нас серые алкаши-то везде пойдут, да, которые хотят вмазать бабки. Ну смотри, ты же... Таких много. Ну конечно, вон ко мне вот, я открывал где этот покерок-то, да, на Ярославской, да. Моим было, все равно куда приезжать. Ну сам понимаешь, да, ты захотел поиграть, да, и приедешь куда захочешь тебе в городе. Какая разница, на машине или на такси. Собрав доказательства, в июне прошлого года столичные силовики нагрянули с обыском вексельтрейдинг, изъяли 15 автоматов и небольшую сумму денег. Оказалось, предприниматель ежедневно по удаленному доступу в сети интернет обнулял показатели выручки за смену, а затем забирал наличность. Алло. Здорово. Обнуляй. Давай, сейчас, секунду. Подожди секундочку. Вот обнулил. 80 рублей. 80 229 рублей. Ага. Давай, я сейчас приеду, подождите меня. Давай. Вычислить доход за 5 месяцев работы клуба следствию было крайне сложно. Помогли листочки черной бухгалтерии и показания работников заведения. Сумма в 1,5 с лишним миллиона рублей, видимо, лишь часть полученной прибыли. Оказалось, еще в июне прошлого года сыктывкарский предприниматель решил расширить свой нелегальный бизнес и открыл клуб в Ухте. Через 3 месяца силовики его тоже выявили и прикрыли. Возбудили еще одно уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Свою вину фигурант так и не признал. С учетом уже полученного условного срока за покерный клуб, его шансы лишиться свободы стали как никогда высоки. В Сыктывкаре продолжают разыскивать нашего коллегу-видеооператора и телеведущего Евгения Сидкарева. Днем 5 января он ушел из дома номер 12 по улице Ветеранов и исчез. Пропавшему мужчину 45 лет, у него серые глаза, короткая стрижка с залысинами, носит очки. Был одет в черный пуховик и темные джинсы, на голове черная шапка, на ногах ботинки. При нем был смартфон, который сейчас выключен. Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Сидкарева или обстоятельствах его пропажи, просьба сообщить эту информацию обеспокоенным родственникам по указанным телефонам. В Сызрельском районе продолжают бороться со взятками на дорогах. Не успели вынести приговоры водителям, которые пытались подкупить инспекторов ДПС в начале прошлого года. Как осенью таких взяткодателей оказалось еще 3. Причем все водители транзитных большегрузных машин. Но если в других регионах классика дорожного жанра сбои дает редко, то в Республике Коми такие номера не проходят. Репортаж Константина Куратова. 707 километр федеральной трассы Вятка возле села Визинга. Место для водителей какое-то заколдованное. Здесь частенько работает экипаж районной ГИБДД. Останавливает машины и проверяет документы. Особый риск у нарушителей возникает, когда на дежурство выходит инспектор ДПС Сергей Оксаниченко. За годы службы в полиции на его счету уже не 1 десяток выявленных случаев дачи взяток на дороге. Последние 3 случились осенью прошлого года. 13 октября страж дорог остановил грузовик из Волгограда, у которого была просрочена страховка ОСАГО, а задние колеса были с разным рисунком протектора. Трезвый, не лишенный, все нормально. Еду с Ухты неделю, там ждал загрузку. С Усинска ее везли. Оборудование, какие-то там здоровые штуки. Ну, я говорю, она месяц просрочилась у меня. Я просто на севера, я в Нижневартовск смотался, и вот сейчас в Ухту. Сейчас приеду, сделаю сразу. Я без страховки никогда не ездил, у меня старая есть. Штраф в 1300 рублей водитель платить государству не захотел. Предложил автоинспектору разойтись миром и, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, передал взятку в 500 рублей. Спустя 2 недели, ночью 1 ноября, все на том же 707-м километре, тот же Сергей Оксаниченко остановил КАМАЗ из Дагестана. На грузовике были пафосные литые диски и вместе с тем неисправная фара. Добро делаем, люди. Морковку куда везете? Сыктывкар? Овощи базы. Куда? Народу требуется овощи. Он говорит, давай, мы тоже учим старшие. Возьми то, что тебе надо. Больше тоже не можем. Уже 3-я сутка на дороге были. Сломанный был двигатель. Все, расход ушел туда. Мы свидимся. Я постоянно здесь уже буду работать. Будем возить. Будем дружить. Будем возить, будем дружить, да?
Положенный штраф в 500 приезжий водитель решил сократить до 200 рублей. Положил подкуп в сумку на заднем сиденье. Еще экономнее оказался шофер из Перми. За непристегнутый ремень безопасности и отсутствие путевого листа ему грозил штраф в 1500 рублей. А он решил откупиться от автоинспектора 100. Знаете, что ответственность предусмотрена за это? Ну, командир, так получится, что поделаешь. Впрочем, и этой скромной суммы хватило для возбуждения уголовного дела. Большинство обвиняемых по данным уголовным делам поясняют, что они спешат домой, что им надо быстрее домой, не хотят проволочек с оформлением административных материалов в отношении них. И поэтому, тем самым, чтобы избежать административной ответственности, они предлагают взятку должностным лицам. Такая коррупционная экономия денег и времени позже оборачивается для транзитных шоферов несопоставимыми с затратами на поездки в суд и расшатыванием нервной системы. Их визави тем временем отмечают, что приезжие водители стали опасаться в открытую предлагать деньги сотрудникам ГИБДД. Видать, слухи о заколдованной коме уже пошли по России. Бывают моменты, что водитель вроде возле машины, когда документы проверяешь, у него он предлагает договориться, садимся в автомобиль, он сразу говорит: вставляйте материал быстренько, я поехал по своим делам дальше. То есть люди, возможно, они как бы думают, что это можно решить на месте, не проходя в служебный автомобиль. Возможно, некоторые просто знают, что в служебном автомобиле ведется видеосъемка. Видеосъемки с участием Сергея Оксаниченко уже не раз мелькали на телеканалах, как региональных, так и федеральных. Непримиримого борца со взятками водители уже стали узнавать в лицо. Теперь они даже не пытаются ему что-то предлагать. Каждого автовладельца хотя бы раз останавливали сотрудники ГИБДД. Зачастую такая встреча у многих, даже законопослушных автолюбителей, вызывает небольшой стресс, а у некоторых даже панику. Как правильно вести себя при общении с автоинспектором в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. Нужно помнить, что инспектор ГИБДД тоже человек. И в каком ключе потечет беседа, зависит прежде всего от манеры общения самого водителя. В любой ситуации автовладельцу нужно придерживаться вежливого тона и не проявлять агрессию. Даже если вы ужасно спешите и не настроены на разговор с полицейским, следует держать себя в руках. После остановки автомобиля инспектор должен подойти к водителю и представиться. Четко произнести свою фамилию, имя и должность. Потом также внятно объяснить цель, которую он преследует. Например, проверка транспортного средства по ориентировке об угоне. Затем инспектор может попросить предъявить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Водитель должен передать их сотрудникам ГИБДД без обложек и удерживающих устройств. Многие водители до сих пор не могут определиться, нужно ли выходить из автомобиля при остановке его инспектором. Напоминаем, что водитель не обязан выходить из салона автомобиля, и общение с правоохранителем может вестись через приоткрытое окно. Впрочем, существует несколько случаев, когда требование сотрудника ГИБДД о выходе водителя из салона автомобиля является законным и обоснованным. Автоинспектор вправе предложить выйти наружу в случае наличия у водителя признаков опьянения или болезненного состояния, для проведения личного досмотра, осмотра машины и багажника, для сверки присутствия автовладельца регистрационных документов с номерами агрегатов и узлов транспортного средства. Также автолюбитель обязан покинуть место за рулем, если требуется его участие в помощи другим участникам дорожного движения или полицейским, если необходимо устранить техническую неисправность или нарушение правил перевозки груза. Ну и, конечно, выйти из машины придется для проведения процессуальных действий и оформления протокола о правонарушении. Если у вас есть сомнения в том, что с вами общается сотрудник ГИБДД, особенно в дальних поездках, вы вправе потребовать от инспектора предъявления служебного удостоверения в развернутом виде. Однако инспектор не должен передавать свои документы вам в руки. Кроме того, можно позвонить по телефону доверия, который должен быть написан на кузове патрульного автомобиля, или по телефону дежурной части отдела полиции. Выполните все законные требования сотрудника ДПС. Ни в коем случае не препятствуйте оформлению административного материала. Если вас не устраивает оценка события и мотивировка полицейского, напишите возражение или несогласие в протоколе. Выявили неисправность вашего транспортного средства? Будьте добры, устранить на месте. После этого вы сможете продолжить свой путь.
правила дорожного движения внесли немало поправок. Поэтому перед тем, как сесть за руль, внимательно ознакомьтесь с ними, чтобы не попасть в просак. Если вас остановил автоинспектор, ведите себя сдержанно и спокойно, избегая конфликтных ситуаций. Ругань, разбирательство и испорченные нервы не нужны ни вам, ни сотруднику полиции. Ну и последнее. Не пытайтесь решить возникшие проблемы рублем. В последние годы уже десятки таких водителей попали на запись видеорегистратора, а затем на скамью подсудимых за дачу взятки должностному лицу. Программа «Крик. Криминал-комментарий» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте jurgen.rf. Следующий обзор криминальных происшествий в понедельник проведет Эдуард Бушуев. До встречи на телеканале «Юрган».